Всем доброе утро, друзья. 1 ноября. С Григорьевичем едем на рыбалку. Четыре часа. 5 часов утра, вернее. Нагрузились так немножко, даже вот 3 живцов с собой взяли. Вот Иван Григорьевич собственной персоной уже ждет. Уже позвонил. Тютелька в тютельку, ровно 5 часов утра уже подъехал, да? Здравствуй, Григорьевич. Привет, привет. Как жизнь молодая? Нормально. Нормально все? Головокружение. Да? Голова откружится от счастья? Нормально. Так, вот у меня уже 3 живца есть, гальян озерный. Так, там живцов пойти. А эти вкусные. Блин, я что-то подумал, раз там у тебя затоплено, будем с ночевкой. 1 ноября. 5 часов утра. Выезжаем с Иваном Григорьевичем на первый лед. Для меня этот лед первый. Для Ивана Григорьевича уже второй, да, получается? Да, а я... Второй лед. 29-го ты открыл, на день автомобилиста, да, ты открыл? Да. О, минус 7, ощущается как минус 13. Ну, это... Ну, там Минус ветер... 6. Я говорю, минус 6 сегодня. Ветра нету и нормально как Да, бы. минус 6. У нас и уже вечер. вон ровно вот здесь что пишет, ну-ка, минус 8 было. Минус 8, да, 23. Ну, минус 6. Минус 6, у них 23 октября еще. Да, и у меня минус 6. Минус 6 градусов. Зима у нас где-то около недели, можно так сказать, минус 9, минус 11. Озера у нас замерзли. Не знаю, все не все, но Иван Григорьевич 29 числа, 3 дня назад получается, Да. уже побывал на льду. Был он с Игорем. Первые были, да, вы? Да. Первые вышли с Мы даже резины. лодку взяли, а лодка не понадобилась. Я сидел просто Резины. на лодке. А пешню не взяли? Ты взял пешню? Ой, бля. Ладно. Не взял. Нет. Что, не будем? С капота снег смести. Ну вот. Остановка первая у нас. Приехали в нашу родную деревню. Сейчас будем пересаживаться на нашу Нивушку. Наша Нивушка уже с летнего сезона стоит. Сугроб на Ниве вон сколько. Зато можно определить, сколько слой снега вон. 15 сантиметров уже снег выпало, блин. Около 20 сантиметров. Сейчас схожу за аккумулятором до летней кухни. И Григорий что-то говорит, что возможно сегодня останемся с ночевкой. Посмотрим, как там будут обстоять дела. Говорит, если нормально все будет, останемся с ночевкой и будем ночевать вот здесь, на летней кухне. На улице уже начало светать. Если помните кадры с весны, все здесь цвело и было красиво. То есть сейчас здесь вот унылая погода, скучно, все серое. Тюльпанчики мы посадили. Через полгодика, надеюсь, они, может, чуть больше взойдут. Все серо, все уныло, все печально. Раньше зимовали в деревне. Сейчас в последнее время что-то в нашей деревне все народу меньше и меньше. Становится все скучнее и скучнее. Освобождаем Нивушку от снежного плена. Думает, наверное, что-то меня хозяин забросил совсем. Да. Купил себе легкую машину. Ну да, получается сантиметров не 15, где-то сантиметров 13-12, наверное, где-то снежный покров. Чуть-чуть раньше надо было наминать, да, ничего страшного. Рыба еще спит. Аккумулятор поставили.
Масло проверять смысла нет, машина стоит криво. Что, будем пробовать? Ключи ты хоть взял? Взял. Я вчера еще их в карман сунул, думаю, чтобы не забыть. Ну, если не взял, на мою. Ну, навряд ли доедем. Да, толкать будем, да доедем. Как прошлый, помнишь, мы на последний лед ездили на Ниве-то? Пешком бы 2 раза быстрее сходили, чем на Ниве. Майоров на москвичу. Ну да, у него москвич вездеход. Так, ну-ка, попробуй зайти, пусть греется, пока потом. Ну, Шондыбан, не подкачай. Ой, Энцикадан. Работает еще Нивушка наша, работает. Красотка. Двигатель уже что-то это попахивает. Масло где-то начало выдавливать, а резинку из-под клапанной крышки менял. Что-то все равно, видать, между прокладкой скоро пробьет или что ли. Скоро нужен будет ремонт двигателя, наверное, уже. Я так думаю. Что, перетариваемся? Проехали нашу родную деревню и видим, что температура за бортом у нас минус 7 градусов. А также мы видим, что кто-то уже поехал на рыбалку на собачке, мотособачке. И пеший след. Даже вдвоем вроде, нет, один. Нет, собака ехала. Ага. Кто-то поехал на собаке, а кто-то пешком с собакой. Да. Ну вот на улице уже и расцвело. Прибыли до места. Здравствуй, озеро. Здравствуй, Семга-ты. Ага, семга. Подвезли рыбачка. Идет вот топает, не знаю, видно, не видно. На другое озеро пешком. Километров 13 от нашей деревни. Без всякой ночевки. Туда, говорит, и обратно. Уже, говорит, ходил, поймал одну щуку, да? Второй раз, говорит, иду уже. Ну, Григорьевич предлагает начать рыбалку с Чайковского. А почему бы нет? Конечно, Ты вот так сделай назад немного, чтобы удобнее было. О. Ага. Удобнее? Лучше? Да, хорошо. Все. Так что Хорошо. короткое чаепитие и тоже выходим на лед. Да? Так точно. Давно тебя не видели, передавай привет всем. Привет всем. Первый лед. Да, я уже, конечно, открыл это. Сейчас ставим короткие кадры, что ты отправлял мне с одной лунки, то что посмотрите. Вот было... Вот с одной лунки под сумерки. Один подъязок, одна сорога как подъязок, окушки, ну и еще пару сорожек. Вот с одной этой лунки. Там вот у нас Игорь уже лодку унес. Ходим без лодки, очень хорошо, ничего не трещит. Было подъязок тут, сорога крупная, окунь был тоже хороший. Ну и мелкой, сорожки мелкой на наживку, море. Вот, надо будет... я бутылку не взял, наверное. Ёшкин кот, надо было запас-то поймать. Я хотел канистру, это срезано есть, и тоже же видишь. Ну, посмотрим, если что, ведро есть, пока в ведре, а там что-нибудь да придумаем. Да. Вот. Она сразу сейчас будет клевать, сейчас только... Я только... Все. А так, ну-ка расскажи, как живешь. Я уже говорил зрителям, что стажа тебе для пенсии не хватает, да? 57 лет, сколько стажа тебе? Опять устроился? Всего 52 года стажу. А не хватает, решил еще поработать. Ну, предложили, а я... Она не работает, камера. Работает. Да. Пишет. А я человек добрый, отказать не могу. И пошел, что, ну, сутки через трое, успею порыбачить и... Да и так что... как-то веселее, хоть ближе с людьми. Ну, никак Родина без тебя не может. Нет, я... Ну, еще ж
есть время работать. Есть порох в пороховницах, да? Да, так до сотни еще далеко. Так Молодца. что работай, да работай. Так, ну вот. А теперь Будешь- Чайковская и Будешь шевелиться, будешь жить. это точно. Движение — это жизнь. Встречаемся на льду. Так, по традиции, прежде чем зайти на лед, Иван Григорьевич тут святой водички взял немножко, с крещения Да. он немножко, и говорит, Осталось. и хочет сказать пару слов. Да, ну, Геннадий Геннадьевич, с открытием вас. И, Господи, благословите нас, наш заход на лед, чтобы нас рыба не чуралась, чтобы к нам шла. Палец сунул, щука. Дай Бог. Дай Бог всем здоровья. Петр Павел, да? Да, Петр Павел, рыбный бог, даст нам рыбки на пирог. Дай Бог. Дай Бог. Будьте здоровы. Пошла как сплетня по деревне. Да. Хорошо. Ну-ка, дай-ка я сначала дорогу пройду. Не надо. Сейчас Видишь, тут, видишь, пробили. А вы, может, там зайдем, где вы заходили? А там также вот возле берега вот мягко, а вот тут уже во. Значит, тут встать. И вот тут. Вот, пожалуйста. Ты аккуратнее, хоть проверяй, это сильнее тюкай. Господи, ты куда уже сильнее? Пробивается? Да ну нахуй. Вон там рыбачит человек уже, блин. Уже рыбачат? Ну, это хорошо. Так, все, у нас 3 живчика есть. Вон, 3 озерных гальяна. А? Иду. Сейчас тоже. Первым делом сразу же. Даже удочку разматывать не буду. Первым делом сразу закинем жерлицы. Взял короткий ледобур. Сейчас льда пока нет. Взял все по минимуму, а все равно получилось до хрена, как обычно. Ну, Господи, благослови. Первый раз захожу на лед в этом сезоне. Дай Бог, чтобы сезон был удачный. Рыбак есть уже, а кто-то рыбачит. Оп. Блин, трещит. Нахрен. Страшно, блин. Хоть лишний груз скину. А то после Ивана Григорьевича иду смело. А лед-то хрустит, у меня же коленки задрожали. Все, проверю сейчас лед. Лучше ледобуром. Тут что-то все затрещало, блин. У меня что-то, Григорьевич, трещит лед подо мной. Трещит подо мной лед. Сейчас я здесь уже начну ставить жерлицы. Не бойся. Я-то не боюсь, может быть, но страшно. Сейчас посмотрим. Какой толщины лед. Как-то у меня было такое. Вышел на лед без пешни. Думаю, дай-ка пробурюсь. Начал буриться и провалился. Бывает и такое. Сейчас, конечно, не дай бог такое. Ну, попробуем. Ну-ка. О! Ага, лед толстый, говорит. Не такой-то он и толстый, блин.
сантиметра 4, наверное. 4 сантиметра лед, не больше. Это мало. Это очень мало. Но там вот неприятно все трещало, конечно. Вон, здесь он пробил с одного разу, получается. А идет спокойно. Ой! Мама. Страшно. Ой. Блин, все трещит. Ужас. А Григоричу пофиг, блин. Ужас. Мне что-то не очень. Раз, два, три, 4. Ужас. То же самое. 4 сантиметра. Треск стоит. Я еще так сначала вышел, блин, с рюкзаками, со всей фигней, думал, действительно лед хороший. Но оказывается, все не так-то просто. Ладно, поставим пока здесь. 3 жерлицы, а там видно будет. Так, Григорич уже закинул удочку. И уже поклевка. Кого-то тащит. Плотва. Я тебе уже несу ведро. Подожди, не кидай на лед. Крупная? Пойдет. Пока ничего нету. Это, может, потом клевать не будет. Да вон тебе ведро. О, отличная плотвичка. Прикормил, все. Все, да. Чики-пуки. Как положено, все. Так что... О, я тебе говорю, приехали бы раньше. Я и раньше бы, вот, опускаешь на дно. Дна, конечно, хорошая. Ты по старым лункам новую? Не, ну новую сделал. На дне, да, возле дна? Да. О, сейчас поднимается. О, сразу клюет, да? Да. Опа, сразу, да? Ну, красота Энскаден. И потом уже, о, плотвичка. Ну, это хорошо. Они сразу хорошо. Блин, я что, тюрьму-то не взял? Надо было запас хотя бы этих плотвичек. На плотву налим сразу берет. Ну да. Если есть. Крупная плотва надо было, блин. Да, ладно. Сейчас пойдет мелочь. Сейчас это сперва вот эти крупненькие выловишь, а потом мелочевка идет. Кельчи. Кельчиур. Да. Тык. Ну, когда что-то появляется, то тишина. Пугает, да? Да. А потом опять. Они могут выше. Но лед еще не толстый, сантиметра 3-4 где-то, не больше. Ну, все равно такой. Это осенний лед. Я на велосипеде ездил когда-то пацаном. Лед вот так, как ковер, блин. Клюет вроде, нет? Да. Ага, оп. Раз клюет, так будем тащить. Что ли, да? Плотвичка. Красота. Ну хорошо. Пошел оставить тогда жерлицы. Ну,
Пусть каждый занимается своим делом, да, Иван? Будем так. Так, вот эту кружку, ладно, здесь пока оставлю. На всякий случай, вдруг замерзнет или что-то. Пошел я выставляться. Так, ну что, выставили глубину. И будем сейчас наживлять. Наживлять будем через жабры. Вот так вот пихаю через жабры. Вытаскиваю через рот. Здесь видно, да? Потом двойничок. Так. И так. Вот так вот под жабры. Все. Теперь... Господи, благослови. Дай Бог. Красивую щуренцию. Блин. Не взял крючка. Не взял крючка. Ну ладно. Первая жерлица поставлена. Поехали дальше. Иван Григорьевич получает удовольствие, да? Так, я поставил 3 жерлички. Как дела у тебя? Отлично. Отлично, это хорошо. Вот поймал первого живца. О, крупненькие есть. Сильно крупных-то можешь сразу на лед, наверное, да? Вот таких вот. Таких-то, да? Это не живец, наверное, уже, да? Конечно. Вот такой вот живцы будут ловить. А, Вот. такие потом, да? Ну кидай сюда. Да. Я сейчас насажу ее сразу. А, Она это не мучилась. Так, где у нас? чем крупнее живец, тем крупнее щука. Мне крупных не надо, хватит 2 килограмма. 2 килограмма хватит, да? О, блядь, червяки-то выпали с кармана. А сейчас вот этих сейчас. Вот этот живец, вот этот живец. Вот этот живец. Крупные, блядь, потом. Блин, не взял ничего, тюрьму-то, запас бы так бы наловили. Это кулума. На капкан вот надо было, капканы бы взять, наверное, да? Капкан бы хорошо сработали, наверное. Да я хоть одну плотвичку тоже поймаю. Первую рыбу в зимнем сезоне. Ох, у тебя сидит уже. Вот она. Живет. Живец. Уже сидел. Так что вот, с первой рыбкой, Геннадий Геннадьевич. Поймали мы первую рыбу, обрыбились. А парша берет хуже, да, или не пробовал на парше? Нет. У меня опарыша нет. Глубина здесь впечатляющая. Нормально. Метров 5, наверное, да? 4. Где-ка так. Но пока еще не привык. Это ты уже привыкший здесь, блин. Ходишь смело, блин. Мне пока еще жутковато. Да, господи, это же не весна. Ну, весной бы я с таким льдом-то бы и не вышел, наверное. Конечно. Так, дно. Немножко-то дна оторвали. Ну, вот все нормально, блядь. А не могу попасть. Так, попасть не можешь, а на ощупь никак не пробовал. Нет. До этого не дошло. А вот это вот. Это вот. Блин, мне не хочет. Возле дна, да, сразу? Да. А, понял, что это. На стоячку, на игру. О, И на игру, Оп. конечно. нет, Держишь клюнул. на игру. Клюнула. Клюнула. Первая поклевка. Так, до дна. Отпускаем. Оп. У тебя аж катушка сработала. Вот такая вот плотвичка. Плотва Ивановна. Это хорошо.
Живцы есть, значит щука будет. Ты багорик-то взял? Нет. Багорик, щук-то вытаскивать. И я не взял. Сработок пока нет. Времени терять не будем. Иван Григорьевич пусть тут плотву сам ловит. Пока жерлицы надо выставлять. В кане они точно ловить не будут, да? Пешню я сейчас, наверное, у тебя... А, тебе нужна она? Чего? Пешня. Я сейчас лед проверять буду. Я хотел загородить. Что загородить? А? Сходить на берег, так палку не надо. А. Там возле берега ключи же промыто. Аккуратней. Блин, каждый удар отдается в ноги. Вот там уже нету, видишь? Там болотина, наверное, аккуратней. Оп, есть. Есть плотвичка. Как-то вот так. Вот такая вот плотвичка, как раз живцовая. А я не взял с собой ничего такого, чтобы их сохранить. Ладно. Эти вон такие крупноватые. Так что будем что помельче собирать и выставлять жерлички. Красота. Погода хорошая. Единственное, что опасно, лед пока очень-очень тонкий. А так все по красоте. Играем. Весной она осторожничает, клюет только на стоячку. А сейчас вот она берет и на игру. Оп. Так собак стригут, да? Вот так вот, да. Хвост и палка. Ты же не подходи, я боюсь. Я боюсь. Ты где? Тихо, 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 тихо. Блин. Хуй пробьешь. Нет, тут-то да, там вот вообще тонкий, там трещал он у меня. Ну так потряси. Потрещит и перестанет, да? Потряси, перестанет. Оп, жутся ловятся, уже хорошо. Сейчас выставим жерлицы и попробуем погонять блесну. Вот. Вот еще, оп, ушел. Рано дернули. Одна ловит. На. Это чтобы тут не Там, пугало. на, поправлять надо тут. Если На. она тут придет. Пару штук поймал. Вот, если она придет, Все. то она перестанет клевать. Пошли выставлять. Так, воду менять не надо? Не надо, зачем? Что она? Так, а вот мне, наверное, надо. Что-то они у меня перевернулись в этой воде, блин. Ну да, так у тебя старая вода. Надо новую, да, залить? Ну. Так, 4 живца есть. Будем дальше выставлять. Здорово. До последнего смотрел, не узнал. Думаю, кто там? Что, клюет? Вот одну щуку поймал. Еще вот первую жерлицу закидывал, сразу взял. На жерлицу? На окушка, на плотву? На окунь. Крупная? Да нет, карамель. Ага. Пока что тишина. Окуни толком даже не ловятся. Там Григорьевич плотву ловит. Подкормил он чем-то просом, так. Умеет, наверное. На мормышку тоже, на блесну? Ай, на все, и на мормышку, и на блесну, и на балансир. Плохо, да? Ну.
Там, наверное, толще лед, да? Курета. Там, да. Здесь что-то, блин, там вот мы зашли, вообще трещит аж, блин, в конце. Здесь вообще тонкий лед. Ну, здесь яма получается. Тоже тонкий, да? Здесь, да. Он вчера только начал выходить. А вообще там, не знаю, сантиметр есть или нет. Блин, опасно. Ладно. Так, на ту сторону никто не ходил еще, да? Там еще нет никого. Так, если здесь пришли, а там тропа есть уже, да? Это я там вчера ходил. Жильцы там не ставил? Там нет. Узко. Так, ну ясно. Ты все или еще будешь ставить жерлицы? Да, еще вот напротив вот этой первой, ну еще там две жерлицы рядом поставлю. Ага. Ну, на ту сторону и посередине. Ну. Ладно, сейчас тоже думаю, пробью сначала пешней пойду, потом хрен его знает. А вот дальше вот тоже тоньше лед. Тут? Ну вот отсюда прошел. Ага. Я говорю, там, а когда зашли, там вообще трещало. Ну да, там яма. Постоянно. Так. Туда не переходил, да, говоришь? А ну да, вон, видишь, пробивается с первого раза. О, трещит. Вчера говорю, я тоже хотел перейти. Начал, ну, нафиг. Лучше не рисковать. Трещит. От моего веса трещит, от твоего, наверное. Понятно, все, разведку боем сделали. Щучку один. Иван поймал уже щучку. Будем ходить по тропкам. Тут вот пробивается уже с одного разу. Попробуем здесь перейти. Вот здесь нет. Здесь нормально. Вот здесь пробилось уже. О, здесь пробилось. Так что рисковать не будем. Будем ходить там, где возможно. Сейчас тропинки сделаю. И потом по этим тропинкам будем ставить жерлицы. О, главное, возле берега там промерзло. А здесь нет. Ой, бляха. Опасно. Шаг лево, шаг право. А тут еще более-менее. Блин, немножко в сторону. Вот сюда сейчас бы морозик, вот это замерзло, было бы, конечно, хорошо. Без пешни тут вообще делать нечего. Ну-ка, Иван, как? Старинная жерлица, да? А? Старинная. Сколько лет? Да. Даже вон проволока перержавела, я не знаю, с каких-то 70-х годов. Это Двойник, тройник? тройник. Эй, неправильно. Вот так вот надо. Ну, быстрее это сдохнет. Эх, бляха-муха. Какая-то. Иди обратно. Как пришла, так и уходи. Что ты же, блядь, надо сейчас поцарапает этим. Узлом. Абры. Поцарапает ей недолго житель. Запах крови будет. Да. Ты возможно. Ну, да, блин. Да уже Порвет все. держи уже. Держи. О, крючок еще упал. Стоп. Вот он, вот. Вот ты ж, блин. Как-то ты не так зацепил. Да я говорил, что что-то не с той стороны. Вот. И вот так. На двойники нужно. Да, вот для этого дела двойник лучше. Но раз тройник, пусть идет тройник. Блин, какая-то калека, блин, ну надо же вывернуть. Как-то, блин. Вот. О. На, ешь. На, ешь, давай. Давай, ешь.
Хватит, такой глубины хватит. Мгм. Так вот. Делается вот так вот. Вот. Фить ты, блин. Не поломай, вдруг метровая щука попадет. Да пусть попадает. Хоть двухметровая, да? Да, хоть дух. Тут никуда она не денется. Так, вот так это делается. Раз. И два. Вот и все. Все? Готово? Все. Пусть клюет. Ловись, рыбка малая велика. Не, малый не надо. Только велика? Так, пошли мы дальше делать разведку боем. Ну, как дела? Вот, видишь, какие ровненькие. Ну да. Рыба к пиву. Да, а что, она, Валя у меня жареную очень любит. Сорогу? Она Плотву? сластит, а? Плотву-то? Она говорит, сластит. О. Ага. Ух, Кельч. Кельчи Юр. Так. Тут прошли, там тоже что-то в конце тоненький. Жутковато. Сейчас еще там прошли, здесь по центру еще пройду. А, Это ты живчик, наверное, который сейчас поймал? нет, Живец. Это не крупный. Это на крупную щуку. а может нет. Я сейчас на Печоре щук ловил на продольнике. Представляешь, на килограмма 2-3. Вот на такого окуня, Иван. Грамм на 350-400. Вот таких окуней глотают щуки вот эти, блин. Одна леску перекусила. А потом вода прибыла и перестала ловиться. Ну она вот, как с березы весь лист отпадет, щуки жор начинается. Ага. И ну вот сейчас вот жор. Жора. Да, пока лед не потолстеет, она ждет все подряд. И говорю вам, на мормышку. Так, что-то я немного не понял. Только что поставил жерлицу на новом месте. Только отвернулся, сразу была сработка. Но не крутит. Два варианта. Или плотва сорвала флажок, или эта щучка схватила плотву, дернула, флажок сработал и оставила. Так, давайте понаблюдаем немножко. А так вот, выставил здесь 3, там раз, два, три, 4, 7 жерлиц и тишина. Вот на 8-й была сработка. Я не знаю даже, что теперь делать с ней. Это или плотва, или щука. Если это щука, то она должна тянуть. Но в то же время, если это небольшая щука, она может просто держать. Жалко, не взяли с собой камеру. Живцы, конечно, крупноваты немного. Если это щука, надо ей дать время заглотить. Ну, давайте немножко попробуем посмотреть, щука это или не щука. Щука, 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 щука. Это щука, друзья. Это щука, это не плотва. Это щука. Что, попробуем? Подсекаем. Попробуем, подсекаем. Навряд ли. Уйдет. Уйдет. Но это была щука однозначно. Если бы я зацепил за плавник, я бы ее поймал. А так она просто вон, получается, небольшая щучка держала ее сбоку. Ну ладно. Ставим пока. Небольшая щучка, Вань.
Небольшая щучка схватила плотву и отпустила. А? Небольшая щучка, говорю, схватила, сработала и отпустила. Было такое, я упускаю, она, блин, схватила. И потом больше не брала. Ну ладно. Это уже хороший знак. Сработку мы увидели, и это радует. Если такая фигня будет, надо будет ставить живца помельче. Или давать ей времени побольше, чтобы она конкретно уже успела заглотить. Что-то переставить надо, наверное, блин. Что, не хочет больше? Не, ну берут вон мелочи, видишь, пол-ведра почти. Ну, уже личный. А щука Да. перестала, да? Ну, пошла крупная, перестала чуть, а мелочь клюет, ну. Пошел туда, там нигде не клюнул. Что-то не сработки. Все, я, короче, там Иван уже заставил все. Одну сейчас еще парочку там сажу да поставлю. Жерлицы, флажки есть, а оказывается жерлиц с собой нету. Еще парочку. 8 штук поставил. А там 9 в конце. Пока ни одной сработки. Сейчас еще выставлю по этих мелких все жерлицы. Потом попробую с блесной походить. Похуже стало, да, сейчас ловиться? Да, вот я говорю, когда чуть-чуть рассвет, только вот тогда они клюют, блин, хорошо. А уже днем так себе и под вечер. Вот Начинает, да? под темноту, да. Начинает, блин, и подъязок тогда клюнул, и вот такая сорога. А вот днем что-то так слабенько. Понятно. Так, поставил 9 жерлиц. 8 здесь, на широком, одну там в конце. На перешеечке там у Ивана жерлицы. Поймал Иван одну маленькую, одну нормальную щуку, 2 щуки. И у меня была одна поклевка. В общем, пока флажки не горят. Просверлил несколько лунок тоже между жерлицами. И хочу попробовать на такого вот ратлина. 2 тройничка, вот такой вот ратлин. Попробуем, погоняем. Отвлечемся немножко. Будут поклевки хорошо. Ну, не будет, еще из десяток жерлиц есть. Помельче Иван поймает. Если живцов, еще поставим. Потому что плотва крупная. Для местной некрупной щуки, видать, что-то не так. Ну, не знаю, или не время, я не знаю. Но к вечеру, если клевать не будет, по-любому их выставим. Потому что в сумке они точно ловить не будут. А сейчас с полчасика покидаем вот эту блесенку ратлина. Погнали. Лунки чуть-чуть прихватило уже. Поехали. Видно, надеюсь, да? Так, дно нашли. И сразу же зацепились об траву по ходу. Немножко повыше будем. Травы тут достаточно. Вон сколько травы. Так что не знаю, что у нас получится с этим ратлином. Надо искать места там, где травы поменьше. Здесь ее, походу, очень много. Или повыше. Окуня на этих ратлинов я ловил. Щуку ловил, но пытался поймать, но не ловил. Не ловилась она. Не, здесь трава. В общем, будем пробовать, будем ловить. Посмотрим. Так, ратлин. Лунок 8 проверил, наверное, поклевок не дал. И вижу загар. Загорелся флажок, который уже сегодня срабатывал. Не знаю, та щучка, не та. Но та уже была не крупная. Тянула плотву, ушла. Сейчас посмотрим. Че, Иван, молчишь, не говоришь? Че молчишь, не говоришь? Он загар у меня. Загар. Загар, говорю. Ну так, а я же не оглянул.
Не слышно было? Нет. Она уже сегодня срабатывала раз. Ну да, Сейчас посмотрим. По весу не крупная была. Надо дать ей заглотить. А так потянула он. Наверное, уже время было. Заглотила, наверное, уже. Вымотала полностью. Что, будем пробовать? Нету. Убежала опять. Вымотала полностью. Натягу почувствовала и все. Хитрая сучка. Щучка хитрая. Плотву вся проживала. Плотва вся пожеванная. И убежала. Теперь, ладно, попробуем плотву за спину зацепить. Пожевала и выплюнула, Иван. Хитрая. Так, сейчас вот мы сделаем вот так вот ей. Вот так вот. Но прежде чем закинуть плотву, попробую ратлином побаловаться. Вдруг она еще рядом стоит. Хитрая щуренция здесь у нас. Убежала. Ладно, попробуем еще раз поставить этого же живца. Только на этот раз уже за спину подплавник закинул. Зацепил. Опять сработало. Так, теперь уже ратлина надо подальше убрать. От греха подальше. Теперь уже третий раз срабатывает. Но теперь за спину. Теперь можно попробовать подсечь. Наверное. Но и на этот раз она украла. Украла плотву. Цеплял за спину сейчас. И она украла. Сейчас попробуем мелкого живца твоего поставить. Хитрая какая-то. Уже три сработки. Сейчас плотву за спину поставила, она украла плотву. Вон там укушала. А, вот этого вижу. Ну, Сейчас попробуем у тебя объегорить. Опа, опа. На ратлина, Иван. На ратлина поймал. Да, вон, смотри. Где-то на полкило примерно. Ратлин сработал. Янскадан, не знаю, успела, не успела включиться камеру. Сорвалась, а пока камеру включал, блин. Но уже здесь на льду сорвалась. О, сработала. Вот такие, наверное, и дергают эти некрупные, эти жерлицы. Ну, ударила уже хорошо. Оп. Зацепилась, походу, еле-еле. Вот. Вот такая вот шурагайка. Вот такие вот некрупные здесь и живут. Нет, есть, конечно, покрупнее. Но такие тоже хорошо. Отлично. Есть начало. Одну зубастую перехитрили. Получилось. Если не на жерлице, так на ратлина.
Ну и все. Прошел все озеро. Недолго так, раз по 10, наверное. По-всякому играл. Одна щучка то, что вот ударила, и все. Больше поклевок не было. Сейчас еще тут в узком месте попробую. Лунок 5, наверное, там я просверлил. На мелкоте. Тут помельче немного пойдет. Посмотрим. Нет, так пойдем дальше выставлять жерлицы. После обеда должна проявить активность рыба. В обед здесь, говорят, вообще не ловится. Ну, что говорят, так и есть. Так что надо выставлять жерлицы и ждать вечерних поклевок. Была поклевка на ратлин. Кто-то тюкнул, но это может быть и окунь. О. Да, это окунь. Вот такой вот окушарик. Чернявенький. Ну, неплохо. Тоже прикольно. Если они клюют на ратлин, то если мы прогуляемся с блесенкой, то я так думаю, окуньки должны будут поклевать. Нормальный окушок вот такой. Летом, ну, таких-то не выпускали, но чуть меньше выкидывали обратно. А зимой такой окунь за счастье. В этом и вся прелесть зимней рыбалки. То, что любая рыбка, что ты поймал, уже приносит удовольствие. А летом, можно так сказать, зажираемся от хорошего клёва, от частых поклевок. И все как-то становится обыденно. Тягаешь ведро за час, за два. А зимой не, зимой. Вот сколько лунок я прошел, лунок 20, не меньше. И вот первая поклевка только. Ну, правда, это ратлин. Возможно, если поставим блесенку, дела пойдут интереснее. Но сначала все-таки мы в надежде на щуку. Так, у нас работка. Иван уже идет. Что, поймал уже? Ну вот нес уже ее давно. Ну вот. Я иду снимать, главное. Да господи. Другую снимешь. А? Другую снимешь. Я думал, сработка, иду снимать. Ну да. А вон другую сниму сейчас. Большая, нормально? Ну да. В тихушку, главное. Жерлица сработала. Я-то думал, сейчас мы заснимем зубастую. А Иван уже вытащил ее. Так, здесь у нас был гальян озерный. Так что он его, наверное, по-любому заглотил.
Ой, какая шурагайка. Вообще малышка. Маленькую такую отпустим, да? Иван. Ваня. Маленькую отпустим? Маленькая. Вон. Голодная-то какая, господи. Иди, иди, карандаш. Живи. Хотя я не сторонник спортивной рыбалки, но это уже чересчур мелковато. Так. Озерный гальян у нас работал. И это хорошо. Вот он еще живой даже. Сейчас поставим по новой. Бляха, перекусила. Перекусила и ушла с ратлином. Плакал мой ратлин. Как-то вот так. Потому что ратлин был на тонкой леске. Иван! Перекусила леску, с ратлином ушла. С ратлином ушла, перекусила леску. Вот так вот. Печалька. Рядом. Ну вот. Невезуха. Ну ладно. Воровка. Ну, ратлин-то я не знаю. Сможет, не сможет. Леска просто с обычной. Тут 0,18 максимум, наверное. С ними надо или плетенку, или еще что-нибудь. Вроде и поводок был. А леска не выдержала. Так, ну что, будем пробовать на блесенку. Вот такая вот блесенка. Мне ее подарил Михаил Пантелей прошлый год. Сейчас будем пробовать на нее. Есть у меня еще новая блесна. В этом сезоне тоже Михаил подарил мне вот такой удильник. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот классный вот удильничек. Очень спасибо, если смотришь этот ролик. Огромное тебе спасибо. Вот такой вот удильничек. И вот такие вот две блесны. Но мне их, если честно сказать, на этом озере я их пробовать не буду. Потому что если откусит щука, а она их откусит, если попадет без поводка, то будет очень-очень жалко. Так что будем пробовать этот удильник на другом озере, где нет щук. Или что? Ну, в принципе, вот эти две блесны одинаковые. Вот. Немножко отличаются. Давайте, ладно. Откусит так откусит. Испытаем все-таки эту удочку. А то Михаил скажет, вот даже не попробовал. Вот такой вот удильничек. Телескопичка. Ну, сейчас будем, я так думаю, душить окуней. Но если щука попадет, то уже все. Пиши пропало. И попробуем на том же месте, где она у нас ушла. Легкое пенопластовое удилище. Вообще веса не чувствуется. Сейчас сначала попробуем здесь, где Иван Григорьевич вытащил щуку. Вот как она тонет. Это блесна.
Вообще классно играет. Здесь, правда, очень много травы. Но ничего страшного.